Ассаламу алейкум! Приветствую зрителей программы «Неделя». Мы расскажем о самых важных событиях за минувшие 7 дней. Важный день в истории Северной Осетии Алании. Рамзан Хаджи Кадыров отправился в соседнюю республику и поздравил с большим юбилеем. Его призыв – создать мирное и гармоничное общество, живущее по законам Всевышнего. В Чеченской республике прошли религиозные мероприятия в честь дня рождения Кунта Хаджи Кишиева. Да будет возвышена его святость. Роль женщины в исламе. Лекция на эту тему прошла в Театре юного зрителя в Грозном. Перед мусульманками выступил известный богослов из Сирии. Глава Чеченской республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума-намаз в мечети имени Хамзата, да будет доволен им Аллах, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пятничную проповедь прочитал богослов Магомед Саралиев. كل بنو آدم خطاء هور آدم بير إنوش ليتوش دوشن ألا ديل إشنا صلى الله عليه وسلم ترى أجر غول عوج ملاه ألشة توبة دين ديل ويرزنا قشون باه ديل إشنا صلى الله عليه وسلم أق أمة داخل أق أمة مسل خلو ديل إشنا صلى الله عليه وسلم سقى قشا لتوش وستو شح مصق إنوش الله دال شالروين والله شح ألقتو والله هور دينها قوست إتوز صوت الله ديل جشتر مديخ شائل وين مسل جيش ويما دوك باه ديز إزداق إنوش ليتوش خلدول أشميل دوك إنوش ليتينح التائب من الذنب كما لا ذنب له باه ديل يشنا صلى الله عليه وسلم أشميل دوك إنوش ليتينح استيقل حلقات شلتة دوك إنوش خلح أشتوبة دين شو الله ديل ديرزين أش أستغفر الله الشوطيح الله ديل شو إنوش جشت شوشون تو الله ديل ديرزلش تو الله ديل شان جشت ديخلش باخوك ديل يشنا صلى الله عليه وسلم. По завершении проповеди верующие выстроились в ряды и совершили пятничную молитву под руководством Абдурахима Мутушева. Республика Северная Осетия Алания провела торжественное собрание, посвященное столетию образования региона, 250-летию присоединения субъекта к России и 240-летию города Владикавказ. На таком значимом мероприятии побывал и Рамзан Хаджи Кадыров. Он разделил радость события с жителями соседней республики. Все подробности далее в сюжете. Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками прибыл в Северную Осетию Аланию по личному приглашению главы региона Сергея Миняйла. Встречают гостей из Чеченской республики торжественно и на высоком уровне. На территории региона проходит торжественное собрание, посвященное столетию образования региона, 250-летию присоединения к России и 240-летию города Владикавказ. Полномочный представитель президента ВСКФО Юрий Чайка зачитал поздравительный адрес Владимира Путина. Уважаемый Сергей Иванович, уважаемые жители республики, прежде всего разрешите мне зачитать поздравления президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Дорогие друзья, поздравляю вас со знаменательным событием. Столетием образования Северо-Осетинской автономной области. Этот юбилей – хороший повод обратиться к истории вашего древнего и прекрасного края, отметить значимый вклад живущих здесь народов в сбережение богатой самобытной культуры нашей многонациональной страны. И, конечно, вспомнить ваших знаменитых земляков, храбрых воинов и искусных мастеров, выдающихся ученых и писателей, музыкантов и артистов, общественных деятелей, тех, кто своим ратным и созидательным трудом прославил родную землю. Отрадно, что жители республики с глубоким уважением относятся к отеческим заветам и традициям, принимают активное участие в решении важнейших общенациональных задач, в реализации масштабных проектов в экономике и социальной сфере, транспортном и туристическом комплексах. Желаю вам успехов на благо Республики Северной Осетии Алании и всей России. С уважением, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Рамзан Хаджи Кадыров сердечно поздравил Сергея Миняйла с праздником. Он отметил, что Чеченскую республику и Северную Осетию связывают братские отношения.
также в честь праздника в республике организовали народные гуляния и масштабные культурно-развлекательные мероприятия. Сегодня очень много сделали браслетов. У нас очень много детей подходят, работают активно педагоги. 2 дня у нас будут проходить эти мастер-классы. Так что милости просим, пускай дети приходят и занимаются с нами, с нашими педагогами. Рамзан Хаджи Кадыров пожелал дальнейшего процветания соседнему региону и поздравил жителей. Ислам Ершов, Ибрагим Батаев при содействии пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя». Рамзан Хаджи Кадыров побывал в гостях у главы Республики Ингушетия. Поездка состоялась по приглашению Махмуда Али Калиматова. Сопровождали чеченского лидера председатель правительства Магомед Даудов и спикер парламента Шайет Жамалдаев. Встретили гостей с радушием и по всем правилам горского гостеприимства. Председателю парламента Шаиду Жамалдаеву исполнилось 70 лет. В честь юбилея состоялся торжественный прием, на котором присутствовали родные, близкие и коллеги. Поздравить именинника приехал и глава региона. Он вручил юбиляру медаль памяти Ахмата Хаджи Кадырова, первого президента Чеченской Республики. محافظش شناع و ظلم دادون شغل دنوش أدم بعض الدب شامش تغبيز شامش يحكر درتي باش يوم زمن شعدون هجوجين عشق خليل دون هذا الصور مثل دون ووريت يا دون رخيت سون دون ويرد حلاوش دون عمل عيشوش يتروش سو بوش ديك خلا يوعدار جاديش Цун дон, я боза бозич. Цун нах яхитош, кинаш на востив дон, тегул беш. Из ня шорбеш дон. Авюш, тихаля дюнда хавьян, дик дон, не дон. Шайет Жамалдаев – ветеран команды, основанной первым президентом Чеченской Республики. В самый сложный час он стал рядом с Ахмат Хаджи Кадыровым, несмотря на все угрозы и риски, отметил глава региона. Он выразил благодарность имениннику и пожелал ему крепкого здоровья и благополучия. В Чеченской Республике отметили День образования Социального фонда России. В честь этого события прошло торжественное мероприятие. Поздравил сотрудника ведомства глава региона Рамзан Хаджи Кадыров. Благодаря созидательному курсу первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, мы добились больших успехов в развитии социальной сферы. Сегодня у нас есть полноценные и комфортные условия для работы, а жители могут быть уверены в своевременности выплат и качестве их обслуживания. В завершение хочу поздравить всех вас с Днем образования Социального фонда России, пожелать вам дальнейших успехов и благополучия. Благодарю за внимание. В ходе мероприятия глава Чеченской Республики наградил отличившихся сотрудников социального фонда. Также для гостей подготовили концертную программу. Магомед Даудов провел совещание с министрами и главами районов. Обсудили вопросы исполнения плана налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета республики. Особое внимание было уделено теме сбора налогов. Даудов подчеркнул важность своевременной уплаты как организациями, исполняющими госконтракты, так и физическими лицами. Глава Чеченской Республики, мой дорогой брат, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров, уделяет особое внимание соблюдению налогового и бюджетного законодательства и обеспечению социальных гарантий жителей нашей республики. Как вы все знаете, качественное исполнение доходов бюджета влияет на исполнение всех принятых обязательств по первоочередным расходам. Бюджет в текущем году принят с высоким дефицитом более 16 миллиардов рублей. И нам всем вместе необходимо приложить все усилия по мобилизации имеющего налогового потенциала. Это в исполнении плана по налоговым и неналоговым доходам, снижение расходов, взыскание накопившейся задолженности, в том числе и по имущественным налогам. По итогам совещания премьер поручил соответствующим ведомствам усилить работу по сбору налогов и обеспечению полного и своевременного исполнения государственных контрактов. В
В Чеченской Республике прошли религиозные мероприятия в честь дня рождения известного религиозного деятеля, шейха и устаза Кунта Хаджи Кишиева, да будет возвышена его святость. Верующие прочитали мавлид и зикр, раздают милостыню, делают дуа за авлия, за чеченских бойцов, участвующих в СВО, и за всех мусульман. Мюриды шейха Илесхани, да будет возвышена его святость, с самого утра собираются в центральной мечети Грозного. В день рождения своего устаза они читают Коран, проводят зикр и мавлид. Кунта Хаджи учил мюридов искренности в поклонении и миролюбию. Авлия говорил, что одно из важнейших качеств – это единство верующих. مستمتعة أتحاجي لإنك يربص الناس خلال يرشوش خيتش ديل حقوش يلمت إيو حاجي نيزنك ويحش شين أخير مون بيرش أوش اللبا بيرش اللبا هرويلاتش دولمتك بتشالق سو مين نيشتي ترما يومت لكن مكشوار سويت عيد الله حلق زمن شو دخنا خلك بين دخنا إذا إبز بيني من اسوش مشكع إيش متكشوار حش اللبا دار بيرش تانا خوخ متعوي أمور شلك بيش بلا صحن زام يوريشون هرمتك وي موردي بوح كوكش كل خرجنا اللبا تان هروي موردي كوكش كل عيايق همتع خز مجلس يقولش بوصل نعزو كرش داش ديلي حيو ديلي بيخ مرخصوش بوغ بيش متكيوخار. Зиярт матери шейха Илесхани Хэди Кишиевой стал важным пунктом в череде религиозных мероприятий. Здесь верующие собрались в единый зикр так, как этому учил их устаз. В своих дуа они просили у Всевышнего благодати всему чеченскому народу, главе региона Рамзану Хаджи Кадырову, его семье, бойцам, участвующим в СВО, а также уже давно ушедшим в мир иной нашим братьям и сестрам. ويدق تنا لات ديتا ويتحق تن كرامة أوق تنا دال شينيت بوق يقوش باق شيء شيء جرجر سجى خل ويتحم تن حقيقي تقدق وينا قد شنز ديلز دول جرجر لو ملج أو خلا حاج مثلا وينا غلغي قامة إيمان دلني خا وينا استريتسكي مسو أغور فاكتولش تعتس بيشتر حلقة إيمان بيحكينا خلا أولي دو دلع دقة بالنا تير إيمان دلنا حاج ديريس قلبا عندولش تاخشي تاك أزيك مريج وغا وانا توح خزج حيخت شون خزج مت خز ديل حيخور تو لا إله إلا الله محمد رسول الله بوش دول دوش نقاشي نقصاك دونا ديريك قام شون دونا إيمان شو دار مدوق كرامة دو إذا Также верующие посетили зиярт на возвышенности Гайрак-Корта в селе Илсханюр. Здесь шейх Илесхани, да будет возвышена его святость, уединялся и проводил время в поклонении Всевышнему. После они прочитали мавлид, восхваляя пророка Мухаммада, мир ему и благословение Всевышнего. Следом они совершили коллективный зикр. İşte azbalan oğuşkat tutan ilsanırda. Molduyoşu zukurdoyt sağa doqş baqı belxş bu ilsanırda. Ve maha ara ilsanırda haja. Vaq öyle halu az del gerger takhalu iz ta maslahat yatakhalu maşar takhalu iz nah dünya qoyuqş nah maslahat qoyuqş. İşte dünya ayak taguqs işte dünyanın şuvalde dazdi şatan oğuşkat da harba beş bu. Со дня рождения шейха Илесхани, да будет возвышена его святость, прошло 212 лет. Это одна из самых значимых дат в истории чеченского народа. По поручению главы региона каждый год она отмечается религиозными мероприятиями. Хава Айдемирова, Шамил Арсанбиев, Имам Юсупов и Асхаб Керимов. Неделя.
Известный исламский ученый из Сирии Абу-Бакр Аль-Масути ад-Далайли провел в Грозном лекцию на тему «Успешная женщина». Переводчиком выступил известный в Чеченской Республике богослов, советник главы Чеченской Республики, генеральный директор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Адам Шахидов. Ее смогли посетить все желающие. Мероприятие было организовано по инициативе заместителя руководителя секретариата главы Чеченской Республики Хутмат Кадыровой. На встрече обсудили важные вопросы, касающиеся роли женщины в исламе и обществе. Сюжет Хавы Ахмадовой. Успешная женщина с точки зрения ислама – это та, которая следует предписаниям религии. Об этом говорит известный богослов Абу-Бакр Аль-Масути ад-Далайли из Сирии. По его словам, вопреки распространенному мнению об ущемлении прав женщин, религия ислам возвысила ее роль. Свою лекцию ученый также в знак уважения к мусульманкам решил провести стоя. وترك الفرض ما هو يستقيم. أبزات اللي بيصدروا بعد كرلك عملاتي ليس مداتي شو الحالات طبعا شاعج ذكر ذاسه. عجبت لمن له عقل ولب. تام شباب شابو حيل olur شوي حيل olur شو اشتغل تام شباب شاب. إذا يرى هؤلاء الكلمات ولا يقومون. هسيل عبوش وليش تيجي واشتغل حال صباح شوي تنحتاج شباب شابو. Инициатор встречи заместитель руководителя секретариата главы Чеченской Республики Хутмат Кадырова в рамках проекта «Женщины в исламе». Послушать богослова смогли все желающие. Во-первых, это общество женщин, мы все единомышленницы, поэтому мне это очень интересно. Здесь, как я поняла, собрались успешные женщины. Женщина, конечно, может быть успешна в разных сферах, но направление у нас одно. Богослов поделился с аудиторией поучительными историями, приводя в пример великих женщин ислама. Особым примером он назвал жен пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Переводчиком выступил советник главы Чеченской Республики, генеральный директор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Адам Шахидов. ذهب إلى السيدة خديجة رضي الله عنها. لأنها الأمان، لأنها الاطمئنان، لأنها السكينة. Безопасность Хадиджа Килондер, успокоение Хадиджа Килондер, само парахто Хадиджа Килондера, щега башкон ибар этсер, этсилонакис. زملوني زملوني. دحر شويشة كهم تشير دحر شويشة أبوك شو يحبالي هذه زملوني يخاطب من بها واو الجماعة من زملوني كل الجماعة هي السيدة خديجة رضي الله عنها. دحر ويشة وبلورس من جسدي بوجناخ يشة أبر الشيري دحر ويشة دحر ويشة دحر ويشة ألتوا إيه توين يوش أبر الشيري خديجة تما يتوا يشري ناس وبلورس من جسدي يعني دبلجي زدري خديجة داخل الشرطة. سيد الوجود صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يبحث عن السكينة والطمأنينة والأمان ذهب إلى امرأة. ده له عالم عشان بزد كلنا والبس بدين وسيخ بس بدين وشغله فيا مرة عليه الصلاة والسلام شيء خلوت إيه كنزامة شو شيء سنتي أمبارح طول يخشى زديو تشوانا. В завершении встречи всем присутствовавшим вручили цветы и памятные подарки. Лекция шейха Абу-Бакра Аль-Масуди ад-Далайли проходит в Театре юного зрителя. Открытое после большой реконструкции здание стало центром притяжения молодежи и площадкой для проведения мероприятий различного формата. Могу сказать, что я извлекла большую пользу из данного мероприятия и считаю, что надо побольше и часто проводить данные мероприятия, чтобы население Чеченской Республики как можно больше извлекало пользу и просвещалось духовно. Шейх Абу-Бакр Аль-Масути находится в Чеченской Республике по приглашению главы региона Рамзана Хаджи Кадырова. Он проводит встречи со студентами исламских вузов и медресе и делится глубокими религиозными знаниями. Хава Ахмадова, Юсуп Эжиев, Аслан Висхаев. Неделя. Также в Грозненском государственном нефтяном техническом университете прошла аналогичная лекция на тему «Успешный мужчина». В своем выступлении Абу-Бакр Аль-Масути отметил важность хороших взаимоотношений между супругами.
إذا أحسنت إليك تودها وإذا أحسنت إليها تودك وأما الرحمة إذا أساءت إليك ترحمها وإذا أسأت إليها ترحمك. Oili aboho del deshie. İşte husum deni husum nan yuqah Allah dal şuşun yuqaha biyazam qilna qiyatam qilna biyazam madkhul bo şuşi woshan dikhilch şiz dikhillaga adam diyesh qilin adam dal biyazam etsa guch bol woshan dikhilars qiyatam misha guch bol elchi hasins wokhilch sohon gesh desh soh qiyatam besh ihwat wokhilchi أحتق قيته مزبا بيشبو تعدالش بيشبو بو قيته بيزم خلي ترحم ووشن دخل ديس إشي ووشن نات تعتام بالشي قيته مخل بيسارشين يقع قيته مقلن دال تارشين يقع. Бразилия увеличит торговлю с Палестиной, а Таиланд планирует сделать центром халяльного туризма. Эти и другие новости из мира мусульман в нашей рубрике «Умма». Бразилия ратифицировала и начала реализацию соглашения о свободной торговле с Палестиной, подписанное еще в 2011 году. Глава Министерства иностранных дел Бразилии назвал это соглашение значительным вкладом в создание жизнеспособного палестинского государства. Ратификацию приветствовал посол Палестины в стране, назвав ее смелым и важным актом поддержки. Товарооборот между странами составляет $32 миллиона в год, и ожидается, что после вступления соглашения в силу он значительно увеличится. На саммите Организации тюркских государств глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал к введению единого алфавита для всех тюркских стран. По его мнению, это может укрепить связи между государствами и использовать все возможности для взаимного процветания. В настоящий момент Турция, Азербайджан и Узбекистан используют латинский алфавит, а Казахстан и Киргизстан – кириллицу. Фидан также подчеркнул необходимость сотрудничества в сферах связи, энергетики, финансов, торговли, обороны, промышленности и новых технологий. Таиланд стремится стать региональным центром халяльного туризма. Правительство страны разрабатывает стратегию продвижения как дружелюбного к мусульманам направления для путешествий. В этом году Таиланд занял 5-е место среди стран, не входящих в Организацию исламского сотрудничества, в глобальном индексе туризма. Страна привлекает мусульманских туристов своей атмосферой и широким выбором халяльных ресторанов. Правительство планирует создать национальный комитет по халяльной индустрии, чтобы дальше развивать этот сектор. Иракский суд приговорил к смертной казни Асми Мухаммед, жену убитого главаря ИГИЛ Абу Бакра Аль-Багдади, за участие в похищении езидских женщин. Суд признал ее виновной в совершении преступления против человечности. Ранее обвиняемая отвергла все обвинения, однако ее слова были опровергнуты пострадавшими езидками. Напомню, что ИГИЛ – запрещенная в России террористическая организация. В этом году Израиль захватил рекордное количество палестинской земли на западном берегу. Это произошло на фоне продолжающейся войны с Газой. Захват земель продолжается, несмотря на то, что это нарушает международное право и 4-ю Женевскую конвенцию. Это решение вызвало осуждение со стороны международного сообщества. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в нашем телеграм-канале. Чеченский государственный университет имени Ахмата Хаджи Кадырова и Институт государства и права Российской академии наук договорились о сотрудничестве. Подписание соглашения прошло в Грозном. Руководители учреждений обсудили дальнейшие планы в рамках достигнутых договоренностей. Мы не первый год готовим это соглашение, мы шли долго, надо прямо сказать. Мы работали и с юристами, философами, социологами, психологами, лингвистами. И вот вышли на новый уровень сотрудничества, когда поняли, что наши контакты должны быть более крепкими, нужно готовить совместные кадры. Затем состоялась встреча с преподавателями и студентами юридического факультета. Директор Института государства и права РАН Александр Савенко провел лекцию на тему современного российского права. В Чеченской Республике продолжаются рейдовые мероприятия по злостным неплательщикам налогов. Прошли они в селе Валерий Качхой-Мартановского района. Сотрудники налоговых служб оповещают неплательщиков об их задолженности и предупреждают о возможном взыскании имущества в случае неуплаты. На этом у меня все. Увидимся ровно через неделю и до встречи.